И сегодня в Госсовете заслушали первую из госпрограмм по развитию экономики и промышленности. Презентовала ее заместитель председателя правительства региона, министр экономического развития Эльмира Ахмеева. Программа на такую важную и обширную тему ожидаемо вызвала бурное обсуждение. Евгений Столкас продолжит. Перед депутатами Госсовета первая из 17 госпрограмм, которые формируют главный финансовый документ региона – бюджет. Программа объединенная включает в себя экономику региона и промышленность. За предприятиями, как известно, идет все – социальные объекты, дороги, налоги. А потому и ставка первым делом именно на развитие промышленного сектора республики. Так уже сделан немалый задел. В этом году министерством была проведена совместная работа с Минэкономразвития России по формированию и утверждению плана диверсификации экономики республики. Это первый стратегический документ, утвержденный на федеральном уровне, он рассчитан на 5 лет. План уже включает 50 инвестиционных проектов, которые обеспечат приток инвестиций в основной капитал в объеме 150 миллиардов рублей и дадут возможность трудоустроить порядка 6 тысяч человек в отраслях, не связанных с добычей угля. Для этого власти Коми намерены использовать все возможные инструменты поддержки инвестиционной деятельности. Один из таких – льготные займы регионального фонда развития промышленности. За первое полугодие он поднялся с 57-го на 12-е место в общероссийском рейтинге региональных фондов развития промышленности. С начала года поддержку получили уже 7 проектов, создано 4 новых производства. В экономику Коми инвестировано почти 195 миллионов рублей, а займов выдано почти на 90 миллионов. Продолжается и работа по созданию особой экономической зоны «Север» в Сыктывдинском районе с льготным режимом для ее резидентов. Целью создания зоны является формирование точки роста в Республике Коми и условий для развития инвестиционной деятельности, привлечение частных инвестиций, мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики, в промышленное производство, а также современной инфраструктуры. Еще в конце прошлого года началось формирование нового деревообрабатывающего кластера республики. В него вошли 13 предприятий, 2 инфраструктурные площадки и Сыктывкарский лесной институт. А буквально 2 недели назад он был включен в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Это позволит привлечь субсидии из федерального бюджета. Повышать в будущем году будут и саму производительность труда. Для этого Коми вступает в одноименный национальный проект. В регионе планируется создать так называемую фабрику процессов. Привлекут и экспертов Федерального центра компетенций. Вовлечь намерены не менее 16 предприятий, не менее чем у половины из них по прошествии 3 лет производительность труда вырастет на 5%. Тем временем парламентарии обращают внимание министра и на другие не менее важные моменты, которые нужно учесть в госпрограмме. К примеру, вопрос о недоступности средств микрокредитной организации Коми на севере республики. Мы здесь не можем развиваться, не можем деньги получить. А микрокредитная организация деньги имеются, но они не знают, как их освоить, и в кредитных организациях вкладывают. Это для меня вообще не понимаю, как такое возможно. Я думаю, что мы до конца октября откроем на базе центра «Мой бизнес», который создан и будет запущен, значит, также до конца октября, откроем там филиал микрокредитной компании для того, чтобы резиденты, как резиденты арктической зоны, так и инвесторы, находящиеся в Иркуте, смогли воспользоваться мерами поддержки там на месте, не приезжая в Сыктывкар. Свои замечания по госпрограмме озвучивает и председатель контрольно-счетной палаты. Игорь Гурьев отмечает, есть риски неисполнения обязательств по созданию новых инвестиционных проектов, ведь заложенные на этот год субсидии не освоены. По информации министерства, отбор юрлиц в целях предоставления субсидий запланирован после 15 октября. Ну, опять же, надо учитывать, что целый месяц будет отбор, это где-то 15 ноября, и в конце ноября только будет принятие решений, с учетом, что казначейство в конце декабря сокращенный месяц, тоже возникают риски. Эльмира Ахмеева заверяет, предусмотренные средства будут использованы, а плановые показатели достигнуты. Все замечания и пожелания учтены. К примеру, по зеленой энергетике, открытию технопарков и геологоразведке. Все это ляжет в дальнейший план работы. Ведь именно такое открытое и скрупулезное обсуждение госпрограммы позволяет правильно расставить приоритеты. Мы должны рассматривать нынешнее первое рассмотрение госпрограммы как удачное. Значит, вопросы были разные, острые, какие-то, так сказать, действительно показывают, что есть конкретная недоработка, их нужно обязательно взять во внимание. Но это наша совместная работа с правительством, Государственного совета, для того, чтобы мы приняли осмысленный, хороший бюджет на следующий 3-летний период и на 2022 год,
во имя нашей республики и наших жителей. Окончательный вариант госпрограммы Министерство экономики и промышленности Коми сформирует с учетом предложений депутатов и экспертов. А уже завтра парламентарии соберутся, чтобы обсудить следующую программу развития физической культуры и спорта в регионе. Особое внимание будет уделено и нацпроекту «Демография». Евгений Стокос, Павел Юлянмин, Юрган.